Молодые педагоги Коми будут призываться и в эту осеннюю кампанию, так как второй весенней у нас нет. Это нам пояснили сегодня в республиканском военкомате. Оказалось, определенный ажиотаж у призывников и их родителей вызвало вчерашнее заявление представителей Генштаба телеканалу «Вести-24». Вот фрагмент эфира. Особенностью является также и то, что районы Крайнего Севера, это, как правило, Республика Коми, там призыв начнется не с 1 октября, а с 1 ноября. Педагогические работники подлежат призыву, подлежали, вернее, призыву только весной, осенью мы их не призываем. И существует у нас еще категория, проживающая в сельской местности и занятая на сельхозработах. Мы им также предоставляем возможность полностью собрать весь урожай, который есть, все это сложить аккуратно, обеспечить для того, чтобы... Поэтому мы их призываем только с 15 октября, а не с 1 октября, как для всех остальных граждан. К слову, ежегодно с трудностями именно из-за осеннего призыва сталкиваются сельские учебные заведения. 2 года назад такая ситуация, например, остро сложилась в Пажге. Мы о ней рассказывали. В связи с тем, что 2 педагогов призвали в армию, неприкрытыми оказались основные дисциплины в местной школе. Потери возникают и для самих молодых специалистов. Они теряют право на надбавки к окладу, так как после выработки не успевают проходить аттестацию для получения нового разряда. Поэтому опасения школы понятны, кадры могут потеряться. Вопрос, конечно, сложный. И заменить это будет проблематично. Во-первых, мы сейчас не имеем права и не можем кого-то искать, потому что их пока еще не призывали, решения еще не было по призыву. И наши проблемы возникнут, конечно, это еще и расстояние. Жильем мы обеспечить не можем. Сами понимаете, молодое население в деревню, работать надо целый день, до 3 часов проходят уроки, а с 3 часов еще надо добраться, то есть уже вечернее время. Подготовка к следующему дню, это, конечно, проблематично. Легче остаться молодым людям в городе. Возможно, выправить ситуацию могла бы замена осеннего призыва на весенний, как это уже есть в 5 субъектах страны. Однако точно не в этом году. Накануне в Сыктывкаре кампания уже стартовала на месяц раньше, чем по республике. Как поясняется, потому что здесь самый большой охват лиц, подлежащих службе. Ну и не предполагается на территории Коми и отсрочки в 15 дней на уборку урожая, о которой говорил представитель Генштаба.